Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Его следующий шаг. Каким он будет, что это будет, чего вам ждать. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину, и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, обратите внимание, пожалуйста, на вот этот рисунок, фрагмент, вернее, этого рисунка. Смотрите, это вы такая стоите, руки в боки, такая напряженная, требовательная, недоверчивая. А здесь ваш мужчина. И смотрите, что делает. Он держит за лапки такого огромного журавля. И он за лапки его притащил, значит, поймал, притащил для вас. Типа говорит, вот тебе журавль, с неба журавль. А вы такая не доверяете, сомневаетесь в его намерениях. Очень интересный рисунок. Ох, чем-то он вас удивит. Вот помяните мое слово, удивит. Так удивит, как раньше никогда не удивлял. У вас прям скепсис идет. Руки в боки такая, хорошо? Что тут такое, а? Что ты тут устроил, да? Что ты тут затеваешь? Мужчина, конечно, очень необычный у вас, просто необычный. Он, знаете, как будто бы у него два лица. Либо он очень переменчивый в настроении, в поведении, в характере. Иногда такой милый, хочется его заласкать, зацеловать. А иногда такой противный, да, хочется его придушить, да, чтобы он хоть тихо посидел. И не портил вам нервы, да, не портил вам настроение, атмосферу, чтобы в доме не портил. Ой, какой он шебурной, какой он шебурной. Слушайте, он иногда, знаете, вот из серии «Ноги впереди, а голова дома осталась». Да, ноги побежали, голова дома лежит. У него очень много таких ситуаций, очень много проколов, неприятностей, знаете, отказов, неудач, и все это по его горячности. У него и сердце горит, и голова горит, и весь он такой горячий. Сорви голова, про таких мужчин говорят. А у кого-то из девчонок отыграется, что он внешне в проявлениях очень флегматичный, спокойный, но если что-то сделает, то начудит. Начудит так, что потом год разгребаете все вместе, да, помогаете, спасаете, вытягиваете его. Ой, мужчина какой, ой, мужчина. Он так молод душой, и он какой-то немножко не самостоятельный. Вы меня простите, но есть такое. Либо за ним присматривать нужно, как говорится, как за ребенком, глаз да глаз, либо его нужно все время поучать, подталкивать, направлять, задавать ему вектор движения. Ой, какой странный. Но зато вам не скучно. Зато вам с ним не скучно. Но я вижу, что вы его любите, тянетесь к нему, и он также любит и тянется к вам, хоть и заставляет вас иногда понервничать. Кстати, у него недавно вот что-то случилось, произошло, он прям до слез, девочки, до слез, а у кого-то даже отыграется, что плакал. Какую-то историю он попал, очень неприятную историю. И я вам честно скажу, виноват он сам. Знаете, он начудит, а потом ваши отношения страдают. Он же вам всю правду не рассказывает. И вам, получается, информацию нужно добывать, выпытывать, клещами вытаскивать, либо кого-то опрашивать, чтобы хоть более-менее понимать, что происходит. Так. Я вижу, что кому-то из девчонок мужчина задолжал романтики, задолжал ярких, широких жестов, да, каких-то приглашений, мероприятий. Ну вот засиделись вы дома, не выгуливает он вас, либо крайне редко вы куда-то выбираетесь. А вам ведь хочется с любимым мужчиной, не знаю, в кино сходить, в ресторан сходить, да просто вместе посидеть, побыть, может быть, фильм какой-то посмотреть, в обнимочку посидеть.
А он то туда, то сюда, то друзья, то пятое, то десятое, то командировка, приехал, уехал, прибежал, убежал, устал, все, спать пошел. Да, немножко так не додает он вам в отношениях, а вы ведь для него стараетесь. Ой, какая вы заботливая, на вас молиться надо. Вы за ним смотрите, ухаживаете, как за любимым ребенком. Прям всю себя ему отдаете, постоянно о нем думаете, постоянно за него переживаете. А те, кто у меня уже прям вместе, то, скорее всего, вы ему еще там пытаетесь работу найти, какие-то, может быть, там подработки найти, да, просто хотите ему помогать. А он, понимаете, ну, либо не принимает, либо делает вид, что он принимает. Такой специфический, интересный, неординарный, неспокойный, но все-таки ваш родной. Так, что же это будет? Ну, по журавлю, ну, это мечты, это желание. А у кого-то из девчонок отыграется прям брак брачный, да? Так и скажет, что все, я все решил, я все обдумал, женимся завтра. Будь моей женой, я, говорит, и кольцо принес, да? Вот. Завтра женимся, а послезавтра давай рожай. Сначала девочку, либо мальчика, а потом там двойню, а еще хочу тройню, да, и начнет вас, как обычно, удивлять. Ну, теперь понятно, откуда у вас такой скептицизм. Так, а если вы смотрите на несвободного мужчину? Несвободного. Ну, девчонки, тут такой шаг. Прибежит к вам с вещами, с чемоданчиком и скажет: все, я ваш навеки, забирайте как есть. Да, мужчина и такое может выкинуть. Но вам почему-то вот не сразу поверится, что это действительно так. Либо что мужчина что-то вот прям по-серьезному говорит. Да, с недоверием, девочки, с недоверием вы к нему отнесетесь. Так, еще важный момент. Я хочу предупредить вас, мои хорошие девочки, что у мужчины, у вашего, на ближайшее будущее надвигаются очень необычные судьбоносные события. Кому-то из мужчин будет предложение, именно мужчине будет предложение, которое заставит вас задуматься. Да, мужчине могут предложить работу, ну, допустим, где-то в другом городе, либо в другой местности, может быть, вообще в другой стране. И вам нужно будет выбирать, как жена декабриста за любимым, либо отношения на расстоянии. Да, но это судьба, понимаете, у него это судьба, для него это шанс наконец-таки вырваться из этой клоаки, в которой он находится, шанс поумнеть, повзрослеть, стать именно таким, каким задумала его природа. Вот, а не вот так шалтай-болтай, сюрприз на сюрпризе. И что хочешь, то и делай с этими его сюрпризами. Неспокойный. Плюс еще, знаете, что вижу? Вот очень похоже на какой-то глаз на нем. Он такой у вас, ну, активный мужчина. Либо очень видный мужчина, либо активный. Его поглазили, причем глазили его какие-то женщины взрослые, знаете, как в разговоре, может быть, он там где-то бежал, что-то делал, тащил. Они такие: о, какой мужчина. И поглазили его. Если у мужчины какие-то высыпания на лице, порезы, когда он бреется, ну, вот прям красоту его поглазили. Либо если на работе у него сейчас проблемы с начальством, с коллегами, с бизнесом его, да, то есть поглазили, женщины поглазили. Это бытовой сглаз, он не несет в себе каких-то пагубных влияний, но опять же, да, приятного мало. Я бы вам советовала его почистить. И, конечно же, поставить на него защиту. Если мужчина у вас верующий, ведите его в храм, в мечеть, ну, смотря какой веры вы придерживаетесь. Вот. Хорошая молитва от души, от сердца творит чудеса. Вот. Если хотите, обратитесь к специалисту, чтобы снять, почистить, может быть, отливку сделать. В принципе, тут несерьезно, да, одной отливки вполне будет достаточно. Но поработать надо. Хотите, сами его отсчитайте, да, хотите, солью его помажьте в душе, да, чтобы он солью сам почистился. Вариантов много. Я думаю, все девочки знающие, мудрые,
Вы свой вариантик найдете и мужчинке поможете. Этот негативчик, он мешает, понимаете? Он мешает, он неприятности доставляет. Если его снять, все будет просто идеально. И ссор у вас будет гораздо меньше. Так, а еще, если мужчина не свободный, знаете, что ваша соперница предпринимает какие-то запретные приемы, либо намеренно запретные приемы применить против вас. Ну, запретное, что у нас? Это шантаж и это всякие магические воздействия. Намерения у нее серьезные. Про любовь я здесь не вижу, я больше вижу про страх будущего. То есть она боится остаться без средств. Так, с вашей стороны, а вы знаете, что есть мужчина, вам либо мало знакомый, либо совершенно незнакомый, который горит к вам интересом. Назовем это так, хотя у него и другое что-то горит. Очень вы ему нравитесь, и этот мужчина будет делать попытки с вами познакомиться, подружиться. Этот мужчина может доставить, либо действия этого мужчины, да, правильно сказать, действия этого мужчины могут, ну, скажем так, внести диссонанс в ваши отношения, да, либо ревность прям такая безумная пробудится. Как бы дракой все не закончилось. Мне что-то кажется, что драка будет, что ваш пойдет ему морду бить. Да, вот куда ты лезешь, да, что ты в наши отношения лезешь, почему разбиваешь нашу пару. Запросто, девчонки, за вас будут драться мужчины, сражаться за вас. Представляете, как в старинные времена вы прекрасная леди, и за вашу руку сражаются два рыцаря. Ну, сражается, конечно, громко сказано, скорее всего, там будет мордобой. Мордобой, либо, знаете, как они там друг друга толкают, там за грудки берут. Это ты чё, а ты чё? Ну, в общем, подерутся девчонки. Вот прям вижу, что подерутся. За вас, именно за вас подерутся. Так, еще по шагам. Ну, честно скажу, у мужчины серьезные намерения в ваш адрес. Серьезные. Он видит вас своей женой, он видит будущее с вами. Смотрите, вот он посадил вас на коня и везет в левую сторону. То есть ему очень хочется с вами семьи, хочется серьезных отношений. Только левая сторона говорит о том, что он не знает, как это сделать, либо не знает, как правильно быть мужем. Да, что входит в обязанности, что делать надо, а чего не надо. Может, вам почаще стоит говорить с мужчиной, либо проговаривать, да, что такое брак, как люди в браке живут, как нужно друг о друге, я не знаю, заботиться, помогать. Да, у него как будто бы опыта нет, либо не хватает, да, не хватает знания, как это все реализовать. Да, может быть, совместными усилиями у вас все получится. И тогда картинка перевернется, и уже он будет вести вас на этой лошади, но в правую сторону. Вы на лошади — это хороший знак. Это знак того, что он вас ценит больше, чем себя. Либо намерен вас вот именно катать. А у кого-то из девочек отыграет, что намерен подарить вам машину, купить машину. Может быть, вы об этом говорили, либо вы мечтаете водить машину, приобрести машину. Вот, и вот он думает, в лепешку разобьюсь, но любимку свою порадую. Да, куплю ей автомобиль. Это у нас венец, это у нас отдаленные события. Опять же, еще раз повторюсь, в левую сторону эта лошадка смотрит, и он в левую сторону вас ведет. Либо не знает, что делать, как этого добиться, либо это будет какой-то, просто сногсшибательный сюрприз от него. Прям какой-то неожиданный момент, как-то так подготовит все, и вас, конечно же, порадует. На ближайшее будущее идет подарок, либо предложение. Вот именно брака. Либо, знаете, может еще попросить: роди мне, вот роди здесь и сейчас, все, хочу ребенка. Но вот на ближайшее время идет предложение по семейности. Брак, да, либо проживание вместе на одной территории. Для кого актуально, то, конечно, будет просить ребеночка. Да, роди мне и все. Роди, вот хочу и все. Вот, по поводу материальных моментов, возможно, у вас было какое-то желание, мечта, но не такое, конечно, крупное, как автомобиль, но тем не менее. Может быть, колечко какое-то хотели, может быть, украшение, либо, кстати, по журавлю, может быть, дальняя поездка. Может быть, вы хотели поехать куда-то отдыхать далеко, к морю, либо наоборот, в горы,
Мужчина вот прям притащит вам эту поездку, да, этого журавля за лапки притащит. Билеты, например, на самолет принесет. Запросто, девчонки. Удивит. Удивит, так удивит. Но вы не сразу поверите. Не сразу. А потом как проверите, как обрадуетесь, как зацелуете любимого своего. Все хорошо у вас будет. Так, давайте я вам еще на оракуле посмотрю. Вижу по комментариям, что вам нравится, когда песок и оракул. Мы посмотрим для вас совет или рекомендацию. Да? Вот что оракул скажет по поводу вас, любимого, ваших отношений. Но это чисто для вас совет идет. Не для мужчины, а для вас. Так, какой совет вам даст оракул? Якорь. Ну, мужчина стабильный. Все. О, дом. Да. Девочки, это ваш вариант. Все, ваш вариант. Мужчина это ваш. Мужчина это для стабильности, для якоря, для того, чтобы дом у вас был полноценный. Он не только вас любит, он безумно вам предан. Он не только возлюбленный, но по собаке он еще самый верный и преданный вам друг, девочки. С годами эта преданность, любовь, верность, это все будет только усиливаться. Если вы выберите этого мужчину и свяжете свою жизнь, ваша жизнь по якорю будет очень стабильной. У вас будет хороший, теплый дом, любовь, счастье, достаток. И плюс вот такая преданность и верность, дружба. Не только любовь, но и дружба между вами будет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.